В этом году формат мероприятия скорректировали из-за пандемии коронавируса. Социальная дистанция и масочный режим, наличие нескольких отрицательных тестов на коронавирус – обязательные условия для участников церемонии. Послание этого года стало обращением нового времени. Задачи, обозначенные президентом, требуют быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей. Послание Федеральному собранию президент России начинает со слов «Спасибо россиянам за огромный вклад и напряженный труд во время пандемии. Каждый на своем посту работал быстро, качественно и на совесть». По словам главы государства, удалось более чем в 5 раз увеличить число коек для приема больных коронавирусом. Медиков обеспечили всем необходимым. Работникам красной зоны было особенно тяжело противостоять неизвестному заболеванию. Рискуя собой, спасали каждую жизнь. Анализ ситуации шел в те дни, да и позже практически непрерывно. Хорошо помню, как в больницу приехал в коммунарке. Надо было почувствовать, увидеть своими глазами, с какой опасностью мы столкнулись. В каких условиях трудятся медицинские работники. Ведь они сразу вышли на передовую, рискуя собой, сражались за каждую жизнь. Сегодня в этом зале вместе с нами врачи, фельдшеры, медсестры, сотрудники скорой помощи. Еще раз сердечное вам спасибо. Вам, вашим коллегам из всех регионов России. Настоящий прорыв совершили и наши ученые. И сейчас Россия обладает 3 надежными вакцинами от коронавируса. Эти и многие другие достижения последних лет – прямое воплощение растущего научного и технологического потенциала нашей страны. Прошлый год был однозначно сложным. По словам президента, на многие вещи мы начали смотреть по-другому, по-новому. На первый план вышли духовные ценности, о которых во многих странах уже забывают. Россия будет отстаивать и защищать то, что дорого. Президент отметил, что в демографии сложилась тяжелая обстановка. Мы должны беречь себя и думать в первую очередь о здоровье, о своих родных и близких. Нам нужно сейчас держать под контролем все рубежи, призванные затормозить распространение вируса и по контуру внешних границ, и внутри нашей страны. Еще раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких. Максимально ответственно соблюдать врачей и санитарных служб. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительства, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку. Большую роль в борьбе с коронавирусом сыграла инициативная молодежь, которая проявила себя в волонтерстве. Проведена большая работа по оказанию помощи маломобильным гражданам. Выстраивались целые маршруты помощи от человека к человеку. Миллионы стали волонтерами, выстраивая маршруты помощи от человека к человеку. Общероссийская акция «Мы вместе» объединила представителей разных профессий и возрастов. Духовной опорой общества, как и всегда это бывало в трудное время, стало служение наших традиционных религий. Я вижу здесь наших конфессий и хочу вам низко поклониться. Спасибо большое. Пандемия коронавирусной инфекции указала на минусы и плюсы здравоохранения всего мира. Россия эффективно смогла отразить удар. Владимир Путин отметил, что у жителей страны должен быть доступ к новейшим медицинским технологиям. Программа диспансеризации населения должна быть расширена. Важно создать максимальные возможности и для медиков. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с июля текущего года для людей всех возрастов. И здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Это, как уже сказал, сердечно-сосудистые заболевания. И кроме того, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания. Много молодых жизней уносят и гепатит С. Здесь тоже необходимы решения, которые позволят в горизонте к минимуму эту опасность для здоровья нации. Поддержка семей для страны – вопрос приоритетный. В России 28 миллионов семей получили выплаты на детей. Не потребовалось никаких справок и бумаг. Такой подход должен стать нормой на всех уровнях власти. Федеральное пособие и пенсия будет оформляться в режиме одного окна. Государство должно поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути. У нас уже действует система выплат на первого и второго ребенка в возрасте от рождения до 3 лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше 2 прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах федерации установлены выплаты на 3-го ребенка. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка также составляет 11 300 рублей в месяц. Мы, обращаю ваше внимание, последовательно идем вот в этой сфере, шаг за шагом. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Их размер дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11 300 рублей в месяц. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении, извините, что говорю о таких вот бытовых вещах, но это вот то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Расширена и продлена программа материнского капитала. Право на него возникает после рождения первенца. Школьников обеспечили бесплатным питанием. Президент предложил осуществить единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками и распространить эту меру на будущих первоклассников. Напомню также, что расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Теперь право на него возникает с рождения первенца. Раньше мы такого себе позволить не могли. Материнский капитал проиндексирован и составляет почти 640 тысяч рублей. С 1 января прошлого года обеспечено бесплатное горячее питание для всех младших школьников. И эта мера также стала подспорьем для семей. Подчеркну, в период эпидемии все наши решения были направлены на поддержку граждан. Но понимаю, что и сейчас многим непросто. Рынок труда и реальные располагаемые доходы граждан обязательно будут восстановлены, и мы дальше пойдем. Но этого еще не произошло. И в этой связи предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно по 10 тысяч рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек. На ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу. Положение о демографическом развитии, защите семьи и детства обозначено в обновленной Конституции России. И они должны получить свое практическое воплощение в работе всех уровней власти. Предлагаю в каждом национальном проекте предусмотреть специальный раздел, направленный на поддержку молодых людей. Ирина Цычоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.